Пожалуй, самым обсуждаемым событием текущего месяца стала налоговая реформа, которая будет внедрена с 1 января 2026 года. Налоги. Для кого-то это скучная рутина, а для кого-то поле для стратегической игры, где можно либо потерять все, либо выиграть новые возможности для роста. Могу сказать вам с уверенностью, что финансовая отчетность – это не бюрократический кошмар, а самый точный прибор в кабинете пилота вашего бизнеса. Финансовый учет и налоговая оптимизация – это фундамент, на котором стоит устойчивый бизнес, однако для многих предпринимателей эта сфера остается темным лесом. Дорого, сложно, непонятно. А результат – это ошибки, штрафы, упущенная выгода и невозможность стратегического планирования. Сегодня мы разберемся, как превратить финансы из головной боли в мощный инструмент развития и как правильная отчетность влияет на принятие решений. И во сколько обходится ее отсутствие. Все вы это узнаете в нашем новом выпуске. И даже как малый бизнес может позволить себе профессиональный консалтинг, об этом тоже вы узнаете. Представьте, вы предприниматель, у вас горят сроки, планы, идеи, и тут налоговая отчетность. Самостоятельно разбираться нет времени, а нанимать штатного специалиста очень дорого, а на аутсорс страшно. Знакомая дилемма? И сегодня в программе про деньги мы поговорим о том, как выйти из этого тупика, как навести порядок в финансах и спать спокойно. У нас в гостях человек, который ежедневно помогает бизнесу превращать финансовые сложности в четкие схемы для роста. Яна Дуглас, руководитель консалтинговой компании Invest Plus. Здравствуйте, Яна. Да, здравствуйте. Вопрос разминка. Давайте поговорим о роли отчетности не для государства, а для бизнеса. Итак, принято считать, что налоговая отчетность – это просто формальность для государства. Но как на самом деле правильная современная отчетность влияет на реальные бизнес-процессы и принятие управленческих решений? И можно ли сказать, что финансовая отчетность – это своего рода диагностика здоровья компании? Да, вы прям очень верно задали вопрос. На самом деле так оно и есть. Потому что налоговая бухгалтерская отчетность, она нужна для официальных органов, те, кто вот как раз-таки наблюдают и мониторят налоги, учитывают их, собирают налоги. Да? А зачастую налоговые органы не видят реальную картину бизнеса, да? Потому что если предприниматель, например, работает по УСН доходы, то они видят только доходную часть, они не видят расходы, которые они несут. И сейчас, например, по налоговому кодексу текущему закрытый перечень расходов, и не все расходы бизнеса принимает налоговая, например, если они работают по УСН доходы, расходы. Поэтому они видят только часть. То есть налоговая видит только часть. То, что делает бизнес, да, и какую реальную там они прибыль зарабатывают компании, зачастую это не видно. Второй момент получается то, что бизнес, когда работает, он, когда ведет свои финансы, он уже видит свою реальную картину. То есть это, получается, мы делим на два блока. Да? Первая часть, которая налоговая, да? То, что принимается налоговым кодексом, а там не все принимается, например. Да? И вторая часть — это уже реальная картина бизнеса, то есть полная оцифровка бизнеса, когда они учитывают все движения денег, когда они учитывают все расходы, которые даже не принимает налоговая, например. Да? Но сейчас, как я еще рассказала, изменения налогового кодекса, и уже будут приняты все расходы, да? Как по налогу на прибыль, например, при упрощенной системе налогообложения. Это немножко облегчает, конечно, ведение, да, так скажем, бизнеса для предпринимателей, но тем не менее все равно расходов у них очень много. Поэтому тут мы делим на два блока, как вы сказали, это налоговый бухгалтерский учет и реальная картина бизнеса, это когда мы финансовое состояние компании оцифровываем, видим, какие расходы они несут, как деньги проходят наличными, безналичными, там, и, соответственно, выявляем реальную картину по прибыли. То есть это две разные отчетности. А всегда ли предприниматели хотят видеть эту реальную картину? Или многие, например, хотят жить в каких-то ярких красках, не знаю, там, забывать в каких-то розовых очках находиться? Вот как происходит это? Да, вот знаете, когда бизнес только начинается, я просто по опыту скажу, вот ведение таких организаций, то есть и малый бизнес, и средний, и крупный, и зачастую бывает так, что когда они начинают вести бизнес, они, по сути, ориентируются пока на свой расчетный счет.
То есть деньги поступили, и я вот примерно в голове раскидала расходы, и вот, значит, могу так вести финансы. Но когда бизнес растет, а он в любом случае растет, то есть если уж предприниматель начинает вести свою деятельность, то в любом случае приходит какое-то время роста, да, и там уже сложно управлять финансами и контролировать эти потоки, поэтому предприниматели зачастую делятся, наверное, на два типа. Первые, это которые только начали и думают, ой, финансы, я потом как-нибудь наведу в порядок, потому что дел-то у них много. Да? Мне некогда, потому открылся. что только открылся, и он только начал, и он и за менеджера, он за директора, он же и за продавца, то есть, условно говоря, да. И поэтому, когда уже приходит рост, и когда у них уже приходит понимание, что сложно контролировать, то это уже предприниматели, которые начинают считать деньги. То есть они хотят видеть свою прибыль. Зачастую предприниматели работают таким образом, что они просто интуитивно думают, что это прибыльно, что они вот работают в какой-то плюс. Но когда мы оцифровываем, зачастую у них бывает удивление. Шок? Бывает? Да, шок бывает, что, ой, оказывается, так мало зарабатываю, столько движений делаю, или столько всего для бизнеса делаю, но при этом я, оказывается, работаю, по сути, только на своих сотрудников, потому что у них ФОД бывает зачастую выше там определенного уровня, да. Сейчас вот где-то 35%, потому что идет инфляция, рост заработной платы, а когда бизнес видит, что он там от 40, 50, 45, 50% на ФОД направляет, то есть, по сути, половину бизнеса, да. Поэтому у них тоже приходит понимание. И когда вы видите уже картину реальную в цифрах, то есть ведете уже финансовый учет, приходят управленческие какие-то мысли правильные. То есть нужно сделать тут какие-то там кадровые какие-то изменения, например, да, либо в доходной части мы не видим одной суммы поступления, а мы видим, какие именно услуги, какие именно товары приносят больше, да, какую маржинальность они имеют. Вот там уже и тоже управленческие решения, на что нужно обращать внимание, может быть, какие-то продукты убирать, то есть продукты, я имею в виду услуги, либо товары какие-то, которые... Ну, что-то менять, конечно. Что-то менять, а это приходит только при оцифровке. Абсолютно верно, потому что всегда же нужно проводить диагностику, некую диагностику, да? Ведь даже мы ходим там на диспансеризацию, там проверяем, как работает наш организм. Так вот, бизнес тоже нужно понимать, что бизнес это тоже как живой организм, тем более он от вашего бизнеса ведь зависит не только ваш кошелек, а кошелек и ваших работников, ваших сотрудников. Чем грамотнее вы ведете бизнес, тем лучше будет жизнь у ваших же сотрудников, правильно? Да. И отношение к налогам, мне кажется, тоже идет от руководителя предприятия. Ведь если предприятие платит налоги, определяет четкую схему выплат, да, четкую схему взаимодействия с налоговым органом, то здесь и сотрудники понимают то, что предприятие работает в белую, оно открыто, оно ведет четкую какую-то работу, да, с государственными органами, и тут появляется такое некое доверие. Ведь это, ну, так же, согласитесь? Да, так и есть на самом деле. Потому что когда есть системность в работе, то есть это касается всех процессов, да, касательно, если финансов, то да, то есть налоги должны быть контролируемые, они должны быть системны, то есть нужно понимать, какой поток будет направляться туда. И по сотрудникам, конечно, если говорить в части финансов, то когда компания понимает вообще все финансы, да, бизнеса, то сотрудники тоже чувствуют себя увереннее, да, то есть они понимают, к чему идет компания. Да. То есть если учредитель или руководитель ставит конкретные цели, что вот у нас, значит, доход будет такой, по налогам мы направляем такую-то сумму, по зарплате будут такие-то ожидания, да, если мы делаем сверх, то будет такая прибыль, будут такие премии и так далее. Ну, то есть когда ставится план для сотрудника конкретно в цифрах, то и другое восприятие, и совсем другое отношение. Конечно, да, вот правы. Как раз я хотела задать вам вопрос. Вот, например, мне кажется, нашим телезрителям будет интересно, если мы приведем такой пример, да? Или сравним две ситуации, когда в одной компании ведется строгий учет, финансовый учет именно, а в другой компании этот учет вообще не ведется. И какие ключевые преимущества получает первая, и с какими конкретными рисками сталкивается другая. И идет ли речь только о штрафах,
или о чем-то большем, например, о потерянных возможностях. Вот расскажите об этом подробнее, потому что когда мы предоставляем телезрителям примеры, им становится картина более ясной. Да, давайте, если на примерах говорить, да, то есть, когда мы видим только учет по налогам по бухгалтерии, к примеру, то мы не видим общую картину бизнеса, мы не можем управлять какими-то процессами, и даже законным способом, например, какие-то расходы сэкономить. Ну вот в качестве примера приведу. Ну, мы зачастую так и работаем, да, то есть у нас как раз бухгалтерия и финансы, поэтому мы видим, как оно отразится в учете и как нужно сделать таким образом, чтобы финансовые результаты компании были уже в плюсе, и мы это видим в связке. Поэтому тут в качестве примера приведу деятельность общепита, например, да, когда бизнес не оцифровывает свои показатели, он просто платит налоги, то есть потому что так надо, да, он превышает какой-то определенный порог дохода, платит НДС тот же самый, да, и, соответственно, деньги уже ежемесячно с оборота они вынуждены платить. А когда предприниматель это не контролирует, он видит только там, одну сумму поступлений и что ему нужно оплатить этот НДС. Но если бы он провел такую определенную аналитику, он бы увидел, какая сумма на НДС уходит, какая сумма у него при этом поступает, видел бы аналитику по всем своим контрагентам, какие они там договоры заключили, с какой ставкой НДС, например, да, 22, либо 5. Либо 7. И, соответственно, уже бы сделал аналитику, которая бы ему была оптимальна. Зачастую они этого не делают, да? Они просто вот интуитивно могут это применить к себе и вот начать уже платить. А там по законодательству уже в прошлом году, например, когда налоговая реформа была, НДС, который принимается уже с первого дня налогового периода, он должен быть не менее 3 года. То есть эта ставка не могла меняться. Сейчас это поменяли, разово можно изменить ставку. Но тем не менее люди, которые уже начали работать по той ставке, да, у них уже есть сложности, да, естественно. они уже столкнулись. Да, и вот на примере общепита. Получается, у нас по законодательству общепит имеет право освободиться от НДС, если у них среднеотраслевая зарплата будет соответствовать региону. Есть такая классная возможность. Конечно, она сложно выполнима, особенно по общепиту. Там есть свои нюансы, потому что сотрудников они принимают, там в основном это... Но есть и временные работники. Есть и временные, да, есть люди, которые там планировали устроиться на постоянную, но в итоге поработали 3 дня, получается, они уже попадают в численность, да, по РСВ отчету и так далее. Ну, есть нюансы такие, которые, может быть, понятны только бухгалтерам и финансистам, но тем не менее, вот при проведении финансового анализа можно четко увидеть платежи по НДС, связку с ФОТом, который отправляет предприниматель, да, что если он соответствует среднеотраслевой, а она сейчас у нас за январь-август составляет 86 тысяч рублей, он смотрит: о, я же плачу как раз 86 тысяч рублей, у меня же выходит по всем своим сотрудникам, так почему я не могу освободиться от НДС? То есть это яркий пример. И там миллионы рублей как раз-таки в этом кроются. Да. То есть если бы предприниматель не оцифровал, не увидел вот эту картину, да, по своему бизнесу, то он бы не смог, допустим, освободиться от НДС, да, если бы он этого не делал. Поэтому вот вы правильно заметили, что без финансового анализа, без оцифровки бизнеса вот сложно как раз-таки вот управлять бизнесом, какие-то моменты освободить, допустим. Ну вот пример, да. в качестве примера. Что вот говорить о бизнесе, да, если даже ты не можешь управлять, если ты не ведешь учет своих личных финансов, то тебе очень сложно, уже нам сейчас очень сложно, потому что вокруг нас одни цифровые сервисы. Пользуемся банковскими картами, везде каждый день мы за что-то платим. Десятки, иногда даже несколько десятков раз. Свою карту куда-то прикладываем, потом кто ведет учет. Вот очень редко у кого вот я интересуюсь, редко кто отвечает, что да, я веду ежедневный учет финансов. Нет, многие ведут ежемесячно, там кто-то раз в год считает, кто-то рассчитывает. Но есть такие, и их становится все больше, которые все-таки ежедневно ведут учет. И бизнес же тоже ежедневно должен фиксировать, правильно? Сегодня день такой, завтра день такой, все праздничные дни. Вот у нас впереди новогодние праздники, когда весь бизнес, особенно ресторанный бизнес, будет вообще в шоколаде, мне кажется. И вот как это им распределять? Если они могут потратить все за январь, да, или они могут грамотно отнестись и до следующего сезона, до марта месяца, да, до следующего квартала распределить это все. Вот.
Ну, платежный календарь. Им Да, надо делать платежный календарь, финансовый конечно. план, и вот тогда они будут контролировать Да. финансы. Вот. И вот пока наши бизнесмены не научатся вести полный, вот, Да. фиксировать свои затраты, вести учет своих финансов, как физические лица, дорогие предприниматели, имейте в виду, что у вас порядков в ваших финансах не будет, и у вас всегда будет, как это называется, кассовая дыра, да, или как Кассовый разрыв. Кассовый да, разрыв, вот. да. Так давай, ну, о плохом поговорили, давайте о хорошем, как бы, да, потому что все-таки сейчас такое время, когда предприниматели очень много времени и очень много сил тратят на благотворительность. Я знаю некоторых предпринимателей, которые ежедневно участвуют в каких-то благотворительных проектах, и вот давайте дадим, наверное, такой практичный совет, да, как правильно грамотно оформить благотворительные взносы. И что это вообще вот благотворительность, что она может дать предпринимателю? Да, это очень интересный момент, и тоже многих интересует. Вот предприниматели, которых мы ведем, и финансы, и бухгалтерию, они как раз-таки в этой части тоже большие молодцы, то есть они сами помогают, они это бывают разные суммы, да, в зависимости от их оборотов, от их возможностей. И тут есть такой момент, да, благотворительность у нас по текущему законодательству налоговому должна быть оформлена каким образом? То есть вот у нас по УСН доходы-расходы закрытый перечень сейчас. На следующий год мы переходим на открытый перечень. И, соответственно, благотворительность по упрощенной системе налогообложения будет уже применяться как по налогу на прибыль расчета. То есть общая система налогообложения — это наши крупные корпорации, которые работают, да, на нашей территории республики, если взять, это большие крупные компании, которые у всех, наверное, на слуху. Вот они по общей системе налогообложения работают, соответственно, они могут применять 1% от выручки да, по благотворительности. И если они работают по федеральному закону о благотворительности, и там, по-моему, 317 ФЗ, и как раз-таки с уполномоченными организациями, если они заключают такие вот благотворительные договоры, и только они могут быть приняты к вычету налоговым органам. Поэтому сейчас при упрощенной системе налогообложения такой же подход. То есть те предприниматели, которые хотят применить благотворительность в качестве вычета и уменьшить налогооблагаемую базу, они тоже таким же образом должны действовать. То есть получается, что 1% от выручки, и это должна быть организация, которая уполномочена. Обычно фонды, они регистрируются через Минюст, и, соответственно, вот эти организации уже могут быть приняты вот этим предпринимателям и уменьшить уже налогооблагаемую базу. Но зачастую, как бывает, предприниматели, допустим, не со всеми фондами же работают. Ну да. Да, то есть бывает, что просто приходит человек какой-то, да, вот физическое лицо, да. и говорит: помогите, пожалуйста, там на Новый год детям подарки или там на 1 сентября и так далее. Вот, к сожалению, вот эти расходы, они приняты быть не могут, поэтому вот это вот надо будет учитывать. Но это уже условно от прибыли будет уходить, это уже какая-то благотворительная там, личная уже инициатива предпринимателя, и он будет уже понимать, что он не может принять ее к вычету, да, так скажем. Поэтому имейте в виду, что если вы все-таки работаете вот с такими вот организациями официальными, то это будет к вычету. Соответственно, уменьшать будет налогооблагаемую базу, но не более 1% от выручки. А если организация физлицо или они не уполномочены заниматься благотворительной деятельностью, они не зарегистрированы официально, то это уже будет просто инициатива предпринимателей. Ну да, потому что умная благотворительность — это только польза от умной благотворительности. А вот иногда бывает же, что предприниматель может нарваться и на мошенников, то есть на человека, который как бы заявила о помощи, а по факту эта помощь ему не нужна. Или бывают, попадаются на такие сомнительные ссылки, которые ведут на сомнительные сайты, да, и предприниматели некоторые могут даже потерять, наверное, и доступ к собственным программам, если он заходит, например, на этот сайт через свой компьютер. Поэтому тут цифровая грамотность и цифровая безопасность тоже должна быть на первом месте, и всегда нужно проверять информацию, которую до вас доносят люди, которые нуждаются в помощи. Всегда проверяйте, через какой фонд они работают, с кем они работают, куда пойдут ваши деньги, и сможете ли вы потом получить такой вот налоговый вычет. И хотелось бы отметить, что вот вы в самом начале сказали, что есть компании, которые соблюдают правила, да, налоговой отчетности и так далее, и есть те, которые вообще никак не соблюдают. И вот все-таки в
в самом начале ведь человек, когда открывает свое дело, он же не задумывается о том, что надо пойти там, обучиться на бухгалтера, да, или пройти какие-то курсы в консалтинговой фирме, там, проконсультироваться с кем-то, или хотя бы даже просто соблюдать правила, которые он прописал в своем бизнес-плане. Ну, это вообще, мне кажется, что-то из ряда вон вообще не делает так никто. Поэтому давайте, наверное, сейчас вы расскажете нам, Яна, как все-таки обстоит работа в сфере консалтинга и насколько доступны эти услуги предпринимателям, и как вообще бизнес может, наверное, получить поддержку и помощь, потому что нет ничего важнее помощи от профессионала, потому что любителей у нас и так много, да, там коучей всяких разных, инфо-цыган и так далее, да, которые помогают там развиваться, там, саморазвитие. Но а реальной поддержки-то, вот как вы сказали, вот попробуй-ка там разберись, да, с этим финансовым анализом. Вот как это, как в этой сфере человеку быть? Вопрос на самом деле очень интересный и тоже многих волнует. Почему? Потому что тут вопрос стоит в чем? Я, наверное, поделю это как бы предпринимателей и вообще организации на две категории. Да? Есть категории организаций, которые, допустим, бюджетные организации, там другая картина, да, там им нужно, у них, в принципе, аутсорса не бывает, они могут только там точно, да, какие-то организации привлекать, а малый и средний бизнес, там, даже крупный бизнес, который не на бюджете работает, например, у них ФОТ уже тоже определенный. И, соответственно, тут вопрос в чем возникает? Отличие аутсорса от специалиста, который будет у них работать, в том, что аутсорсинг — это, во-первых, бывает дешевле, чем содержать в штате, да, потому что мы платим за своих сотрудников страховые взносы и являемся налоговыми агентами по НДФЛ, отпуска больничные и так далее. То есть это в несколько крат может быть больше. Это первый момент. Второй момент получается, что сейчас у нас рынок труда тоже диктует свои условия, да, то есть, соответственно, опытного человека, у которого 20 лет опыта и в бухгалтерии, и в финансах не найдешь, или даже если найдешь, то это будет стоить дорого в штате, да, поэтому выгодно, естественно, с точки зрения финансов аутсорсинг, и с точки зрения качества тоже аутсорсинг, потому что зачастую аутсорсинг — это договор. Это договор, который имеет свои обязательства. То есть аутсорсинг — это не сотрудник. Где-то фрилансер, который сидит дома на кухне, параллельно варит борщ. То есть это организация, которая несет ответственность по договору. Соответственно, ни больничных, ни отпусков у них нету. Поэтому, если, допустим, компания ведет учет в части того, что мне нужен финансист или бухгалтер, который будет работать у меня в штате, но его же надо отпускать в отпуск, его надо отпускать на больничный, если требуется. Да? А тут, соответственно, нужен человек, который подхватит его. То есть это как минимум 2 человека. А если отчет, вот он ушел на больничный, и отчет. Если отчетность, да. То есть вот такие моменты возникают, поэтому аутсорсинг — это хорошо не только с точки зрения финансов, а с точки зрения организации процессов. Это тоже второй момент. И третье, что это опыт, потому что зачастую мы можем взять на начальном этапе, мы не можем позволить себе дорогого специалиста, у которого 20 лет опыта. Да? Это будет стоить намного дороже. А мы можем на аутсорсинге взять людей, которые работают со многими организациями, у них есть насмотренность, у них есть опыт, и, соответственно, это стоит дешевле за качество, которое выше. Конечно, потому что, мне кажется, налоговая отчетность все равно вот она вроде как одна для всех, да, но у каждого предприятия ведь свои нюансы, своя сфера, свои расходы, там своя специфика, своя специфика. Да, конечно. Поэтому это очень сложно. Конечно, появляются такие инструменты вот, именно в цифре, да. Это банки предлагают свои какие-то услуги, там еще что-то предлагается, но в этом же тоже нужно разбираться. Да. У нас были уже случаи, когда с банка приходили к нам, они им неправильно посчитали, потому что банк все-таки уполномочен работать, это же не налоговый орган, не бухгалтерия у них, да, это как дополнительная услуга, то есть автоматизированная. Мне все-таки кажется, что банк будет хорошо работать, и когда человек полностью в цифре, то есть постоянно это нужно постоянно покупает мониторить.
картой продает по карте, да, или у него, допустим, установлен эквайринг. И все свои расчеты производит через расчетный счет в этом банке, и у него все идет по безналу, то есть без никаких наличных платежей. И вот тогда эта отчетность может быть, да, будет таким, ну, не знаю, удобным инструментом. Но вот недавно я была на одном из мероприятий, это стратегическая сессия как раз по налоговой реформе, которая будет вступать в силу с 1 января. И там прозвучала такая фраза, что на АУСН, это автоматическая, да, упрощенная система, вот, там получается, что чтобы человеку на эту упрощенную систему встать, автоматическую, ему нужно, чтобы у него все шло в белую. То есть и расчет заработной платы, чтобы у него все сотрудники были на зарплатном проекте и так далее, и так далее. То есть и все расходы, и все доходы у него шли через эквайринг, через кассовый аппарат, и расходы также через кассовый аппарат и через безналичный расчет. Но насколько я поняла из того диалога, который был между бизнесом и представителем компании, да, которая рассказывала об этой налоговой реформе, но я поняла, что интереса у бизнеса в этом нет. Почему? Вот почему так происходит? Ну вот если говорить про автоматизированную упрощенную, да, систему налогообложения, она, конечно, интересна тем, что она освобождает от НДС, она этими и привлекательна, да. Но там есть тоже вот как раз-таки нюансы, которые вы сказали, да, то есть это должен быть один расчетный счет именно в одном банке уполномоченном. Еще и как это, не уполномоченная, а как это говорят там? Авторизованный, не авторизованный. Вот как... Этот банк, который входит в этот в перечень налоговый. Ну, это практически все банки, которые у нас. Я смотрела этот перечень, Сбербанк, Т-банк, они все там. Но смотрите, получается, что это же будет автоматический расчет, да? Все данные, которые будут поступать на расчетный счет, они будут направлены сразу напрямую в налоговую. И, соответственно, там, если какие-то есть моменты, там, условно говорю, возвраты, отмены или там что-то, какой-то займ, допустим, вам направили, а налоговая, а это же автоматический расчет, он видит сумму, допустим, если вам направили по договору займа там, 1 000 000 рублей, соответственно, он автоматически посчитает общую сумму оборота, он может посчитать как доход, соответственно, подсчитает он вам по этой ставке 8% по доходам, и нужно будет разбираться потом с налоговой, нужно будет это все пересчитывать, то есть вот такие сложности могут быть, да, могут быть лишние налоги исчислены, потом придет личный кабинет, и вот пожалуйста, платите. А вот какой момент, да? Потом то же самое по расходам, например, да, там нужно, чтобы все были расходы путем безналичными перечисления, но никто не отменяет, конечно, переводы в карту физлица предпринимателя, это возможно, в принципе, да, что вот предприниматели многие как раз-таки это делают. Но если вдруг были тоже какие-то расходы, которые не относятся там, допустим, они могут посчитать вот то, что вы на предпринимателя на физкарту, например, отправили, принять это как расход, да, или там еще какие-то моменты. Ну, то есть нужно будет постоянно контролировать, да. Поэтому нужно обращаться именно к профессионалам, правильно? Да. Чтобы не попадать в неприятные ситуации, чтобы всегда держать свой бизнес под контролем, потому что это очень важно. Если не контролировать бизнес-процессы, то это может привести только к упадку. Ну, это мое мнение. Да. Я думаю... Вы правы в этом. И сейчас многие предприниматели это начинают понимать. Если вот прошлая налоговая реформа, она коснулась предпринимателей по доходу свыше 60 миллионов рублей, то сейчас уже коснулась предпринимателей, те, кто делает доход свыше 20 миллионов рублей. Поэтому понимание приходит уже и вот предпринимателям практически всем. То есть у нас сейчас вот как раз-таки много запросов, потому что посчитайте так, посчитайте вот таким образом, а будет ли выгодно мне это. То есть они сейчас тоже начинают это понимать. Да, и видят это в цифрах. То есть мы, допустим, своим клиентам очень много миллионов рублей тоже сэкономили, они это увидели в цифрах и вот начинают понимать ценность, да, того, что нужно вести учет правильно, финансы, бухгалтерию, все это комплексно. Да. Спасибо вам большое, Яна. Спасибо вам большое, Рита, что пригласили. Да. И ваш опыт, мне кажется, будет очень полезен телезрителям. И я желаю вам успехов. Спасибо большое.